Бывший президент Алмазбек Атамбаев во дворе СИЗО ГКМБ проходят похороны заместителя начальника службы спецназначения ГКМБ Усенбека Ниязбекова. И сегодня в Чолпан-Ате состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. В студии работает Нурсултан Джакуббеков. Здравствуйте. Бывший президент Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКМБ до 26 августа. В ГКМБ был вызван судья Первомайского районного Бишкека Адылбек Субанкулов, который провел выездное заседание. Суд постановил арестовать Атамбаева до 26 августа на время следственных мероприятий. Допрос Атамбаева завершился ближе к часу ночи 9 августа. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении в Горзаконе Азиза Батукаева. Сотрудники милиции всю ночь разгоняли сторонников Алмазбека Атамбаева, которые незаконно начали нарушать общественный правопорядок, перекрывать дороги, хулиганить, крушить все на своем пути, пытаясь дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Бишкеке, сообщает МВД. Для разгона собравшихся были применены спецсредства. В настоящее время, по данным МВД, проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в столице. Ночью сотрудники милиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности граждан и гостей столицы. Обстановка в городе находится под полным контролем сотрудников милиции, говорится в сообщении. В 7-м микрорайоне столицы проходят похороны заместителя начальника службы спецназначения ГКМБ полковника Усенбека Ниязбекова. Он получил ранения, несовместимые с жизнью, 7 августа во время беспорядков в селе Койташ. Ему было 46 лет. Усенбек Ниязалиев родился в селе Бель-Урюк Наукатского района Орской области. Окончил Орский технологический университет. В 2000 году он начал воинскую службу в управлении спецназначения «Альфа». В феврале 2019 его назначили заместителем начальника спецназа ГКМБ. Был награжден знаком Ирдик, а также государственными и ведомственными наградами. Звание полковника Усенбеку Ниязбекову присвоили уже посмертно. У него остались 4 детей и супруга. Усенбек Ниязбеков преданно служил своей родине и почти все время проводил на работе. Человек 6 лет работал вот здесь, как президент, он и превратился на террориста. Разве это человек? Разве это есть душа человека? Я желаю ему тоже такой же, как я приносила горе. Дай Бог, чтобы его все наживо расплылось на небо и мучился, как мы. Что я скажу? Дай Бог, вот невинные люди, так мы пострадали. Пусть пострадает он тоже, как враг народа. Надо наказать, это показать, чтобы людям его лицо. Не дай Бог никому такой горе, никому не желаю. Сегодня в Чолпан-Ате состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Накануне в Кыргызстан для участия в юбилейном заседании Евразийского межправительственного совета с рабочим визитом прибыли премьер-министры Казахстана и Беларуси Аскар Мамин и Сергей Урмас, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В международном аэропорту Иссык-Куль в селе Тамчи их встретил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров. Ожидается, что в рамках их визита встречу с главами правительств двух стран проведет и президент Сооронбай Жээнбеков. Накануне состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество между странами в двустороннем и многостороннем форматах. Глава Узбекистана пожелал братскому кыргызскому народу мудрости, мира и стабильности. Накануне вечером в организации здравоохранения были доставлены 20 человек, 8 пострадавших в НИЦТУ, 9 в научный институт курортологии и восстановительного лечения и 3 в нацгоспиталь. Из них 16 пострадавших после оказания медпомощи были отправлены на амбулаторное лечение. По данным Минздрава, за 2 дня 7 и 8 августа всего за медицинской помощью обратились 98 человек. Один пострадавший Усен Ниязбеков, сотрудник Альфа, скончался. 11 сотрудников силовых структур были переведены в военный госпиталь, 13 получают стационарное лечение, 83 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.
В ночь с 8 на 9 августа на перекрестке улиц 7 апреля Аллы Тукумбаевой были разгромлены все аппаратно-программные комплексы, включая систему видеонаблюдения. Как сообщает Госкомсвязи, на пересечении Чуй-Шопукова и Букумбаева-Абдрахманова были разгромлены только система видеонаблюдения. Аппаратно-программные комплексы, фиксирующие нарушение правил дорожного движения, работают в штатном режиме. Сейчас подсчитывается сумма ущерба, после чего исполнителям проекта будет направлена соответствующая заявление в правоохранительные органы. Камеры зафиксировали момент разгрома посредством системы видеонаблюдения. Лица участников будут идентифицированы. Камеры на вышеуказанных участках будут восстановлены в кратчайшие сроки. Улучшение качества оказания государственных услуг является важным аспектом противодействия коррупции. Открываемые в регионах центры обслуживания населения, расширение спектра электронных услуг повышает доверие граждан к деятельности госорганов. О том, какие подвижки в этом направлении имеют место в Аше, расскажет Гульбара Кенджиева. Получить паспорт, свидетельство о рождении или о браке, а также справочные услуги в Аше стало еще проще. В городе теперь имеется не один, а два центра обслуживания населения. Второй был открыт 20 дней назад. За 20 дней мы успели обслужить около 3000 граждан. Большинство из них обращались к нам для получения паспорта. В новом центре также открыт отдел ЗАГСа, то есть документы о рождении и смерти граждан, заключении и расторжении браков, смене имен и фамилий можно получить теперь здесь же. За 3 недели по линии ЗАГСа было обслужено более 200 человек. Со стороны Департамента регистрации населения начата работа по слиянию. То есть один сотрудник в будущем станет оказывать услуги как по линии ЗАГСа, так и по линии паспортной службы. Обслуживают ЦОНы не только жителей города Ош, но и приезжающих из районов граждан. Райхан Хаджибаева приехала из Карасу. В их городе пока такой службы нет. Новый ЦОН расположен прямо на границе города Ош и Карасуйского района, так что служба эта стала нам ближе. Раньше приходилось ездить в центр Аша, да и народу там всегда много. Здесь созданы все условия для клиентов. Я думаю, если в стране будут мир и спокойствие, государство сможет решить еще много проблем. Чем проще и прозрачнее будет процедура получения госуслуг, тем меньше уровень коррупции. В этом уверены работники регионального управления архитектуры и градостроительства. Здесь работают над созданием единого окна. Теперь получить разрешение на строительство, перепланировку, реконструкцию станет намного проще. Водоканал. Здесь помимо работников архитектуры будут сидеть представители инженерных служб, РЭС, водоканала, газового хозяйства, телекома. Вся оплата за услуги будет проводиться только через терминал. Проверить, на какой стадии находится рассмотрение вопроса, абонент сможет здесь же, на установленных мониторах. Или же это можно сделать дома, через специальное мобильное приложение. Тогда сразу будет видно, какая служба затягивает решение вопроса. Оценить преимущества единого окна в управлении архитектуры горожане смогут уже совсем скоро. Гульбара Кенджиева, Акджол Айбашев, Алато 24, Ош. Чемпионат мира по бильярду «Свободная пирамида-2019». В церемонии открытия приняли участие вице-премьеры стран ЕС, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и президент Международной конфедерации пирамиды, депутат Госдумы Павел Завальный. Чемпионат завершился 14 августа, и по его итогам будут определены чемпион мира и сильнейшие игроки по американке. Чемпионы мира, победители и призеры международных соревнований из 20 стран мира собрались в Чолпан-Ате. Это мероприятие примечательно по нескольким причинам. Первое, примечательно тем, что проходит Чолпан-Ата, Киргизии. Это прекрасное, я бы даже сказал, святое место, такая красота, жемчужина мира, не только Киргизстана. Это уже примечательно. И второе, что он проводит во второй раз. Первый раз проходил здесь 5 лет назад. И потом так получилось, что здесь проходит совет коллегии Евроэс и 5-летний юбилей этого содружества, подписание договора об интеграции. Это тоже очень примечательно. Лидер европейского бильярда, спортсменка из Беларуси Екатерина орудует кием со снайперской точностью. Девушка играет в бильярд с 13 лет. В ее копилке десятки наград различных соревнований. Хотя признает, что на этом чемпионате у нее сильные соперницы, спортсменка настроена исключительно на победу. И к этому часу у нас пока все. Оставайтесь на общественном Первом канале.